Раз, два, три, проверка звука. Раз, два, три, проверка звука. Так, скоро начнем трансляцию. Еще у нас 12 минут. Вот тестово пока запустили. Пока перед вами турнирная таблица после первого тура. У нас прошел всего лишь один тур. И вот команда из Владивостока, КС Шор, идет на 4-м месте после ничей с командой Сахалина. Также они в гостях, по-моему, играли. И вот одно очко у них, у команды якутян. Пока нет очков. Один матч провели и против команды Локомотив. Быстро забили якутяне 2 гола, но потом Локомотив ушел в себя и 4 гола в ответ забил, поэтому победили они со счетом 4-2. Трансляцию ведем из города Якутска. Спорткомплекс Дохсун. Вот это ребята из Владивостока. В салатовой форме. И якутяне у нас в синей форме. Хозяева поля пока разминаются. У нас еще больше 10 минут. Время есть. Составы команд я озвучу чуть попозже. Мне еще протокол не принесли. Так что да, камера пока стационарно у нас поставим.
Итак, скоро уже начало матча. 2 минуты до начала. К нам приехали в Якутск гости из Владивостока. Они вот слева в салатовой форме, в зеленой. И якутяне у нас в синей форме. Быстренько всех представлю. У якутян номер 1 Апрядченко Михаил, 66-й номер Ахметчин Богдан, 27-й номер Кавшин Максим, 44-й номер Емашев Артем, под номером 39 Зорин Алексей. Так, быстренько. Все, ага. 38-й номер Максим Иган, 31-й Николаев Матвей, 88-й Пухов Павел, сегодня он в старте, 25-й номер Сазонов Виталий, 33-й Терентьев Нюргун, 77-й Шейн Леонид. Так, главный тренер команды Александр Анатольевич Ланг. Так, гости у нас краевая спортивная школа по футболу из города Владивосток. Они вот в зеленой форме. На воротах Пантелеев Макар, 5-й номер Викторов Роман, 11-й Димов Денис, 6-й Козлов Роман, 10-й номер Кузнецов Матвей, 7-й Малицкий Иван, 9-й номер Марущак Кирилл, 15-й Сердюков Ярослав, 4-й номер Сиводел Борис, 19-й Снытко Даниил и 8-й номер Тибенко Иван. Главный тренер команды Ухашин Александр Владиславович. Так, ребята у нас настраиваются. Судит сегодняшнюю встречу Ненартович Никита из города Иркутска. Помогает ему Зубарев Никита и Березовский Эдуард. Они из города Якутска. Вот ребята фоткаются. Да, издалека приехали, из Владивостока, столицы Дальнего Востока. Ребята заряжены. Полный состав у всех. По 7 замен. И у хозяев, и у гостей. Так что ждем хорошую игру. Напомню, ребята играют 2009 и 2010 года рождения. Так, ждем начала команды судьи. И время у нас пошло. С мячом команда гостей краевой спортивной школы. Сегодня мы постарались, и интернет получше, чтобы был. Вот сели повыше. И вот теперь я смотрю на футбол так же, как и вы, только по экрану. Отличная передача направо, но нет, сильновато. И не доходит мяч до игрока. Так, еще раз проверю звук на трансляции. Да, звук есть, звук хороший. Передача слева, идет парень, заходит в штрафную площадь, но нет, успевает защитник. Это был, по-моему, 15 номер. Да, быстрый, хорошо бежал, но защитник оказался порасторопнее. Быстро разыграли угловой, передача в центр. Нет, защита снова успевает и выбивает мяч. 15 номер, это и Сердюков Ярослав заходил в штрафную. Передача, возрыв аута. Якутяне отбиваются. Нет, снова уходит мяч в аут. Гости все еще вот поддавливают. Да, в послематчевом интервью прошлого матча, да, тренер хозяев сказал, что особо не готовились ребята. Были заняты учебой. Конечно же, учеба самое главное.
И вот поэтому оказались не готовы к матчу. У многих ребят свело ноги к концу матча уже. Фол, да, 10 номер. Хорошо там показал чудеса техники. И пришлось свалить на нем. 10 номер это Кузнецов Матвей. Да, давайте отметим. Вот он, парень. Кузнецов Матвей. Если не ошибаюсь, в гостях вот к нам. Ну-ка, хороший момент. Удар, гол! Открывает сам в начале встречи на 3-й минуте. Владивосток. И ну-ка послушаем диктора. Отсюда вот не слишком хорошо видно. Тоже забил гол. 1-0 повела команда из Владивостока. Отлично принял головой и ударил в дальний угол. Ну, получается, правый угол. Да, у нас, кстати, по-моему, на YouTube заработал чат. Так что можете писать. Да, я вот запись посмотрел. Да, отлично видно все. Все хорошо. Красиво. Ну-ка, головой передача. Якутян пока что мяч совсем не держится. Да. Вот Кузнецов. Да, небольшого он роста относительно вот ребят из Якутии, которые рядом с ним стояли. Но вот, да, размер не главное, показывает Кузнецов. Вот он с мячом. Да, многие атаки через него проходят. Вот протекающую передачу сделал. Вратарь выходит. Нет, успевают их защитники и выбивает мяч на угловой или в аут. Так вот, закончу мысль. 2 гола в том встрече, вот прошлой встрече против Локомотива. Да, забил игрок Локомотива Кузнецов тоже. Его звали Александр, если не ошибаюсь. Ну-ка, пошла верхом передача. Головой удар. Ух ты, да, чуть выше ворот. Да, отсюда могло показаться, что мяч залетел, но нет. Выше ворот было. И вратарь будет вводить мяч в игру. Прядченко Михаил. Выносит мяч. В атаке 66-й. Ахмедчин Богдан играет. Вот он впереди, высокий парень. И помогает ему под нападающим Пухов Павел, номер 88-й. Вот снова Кузнецов. Да, по-моему, он капитан команды. Белая повязка у него есть на руке. Пас назад от Пухова. 31 номер. Назад. Николаев Матвей. И пошла передача вперед. Вынос. Там в надежде вот на высокого Ахмедчина. Но мяч до него не доходит. Защита на месте. Ну-ка, принял мяч. Передача вперед. Нет, защита успевает. И 44-й номер выносит мяч подальше. Артем Ямашев. Но снова защита гостей на высоте. 9-й номер по флангу несется. Хорошо от всех оторвался. Надо прострелять. Вот он прострел. Удар. Нет, 7-й номер выше ворот ударил. Да, Малицкий Иван, да, чуть-чуть подвела его точность. И выше ворот удар. И снова Пятченко будет вводить мяч в игру. Счет 1-0. Был забит мяч на где-то 2:30, 2:40. Да, можете немножко перемотать. Будет все видно. Да, отлично. Чат у нас заработал, так что оставляйте, да, свои пожелания, если что видно, не слышно и так далее. Можете, я, конечно, могу неправильно фамилии сказать и так далее. Можете поправить вполне себе. Да, пишите, кто за кого болеет и так далее. Свои прогнозы и так далее. Итак, 8-й номер будет вводить мяч в игру.
Апряченко берет мяч в руки. Да, звук оттуда возможен или невозможен. Ну-ка, давайте подумаем над этим. Так, включил я звук. Слышно ли его? Ну-ка. Нет, не успевает. Попытался я тут звук включить, но, по-моему, у меня ничего не получилось. Ну, сейчас я еще раз проверю. Ну-ка, шестой номер входит в штрафную площадь. Удар! Нет, вратарь спасает команду. Счет все еще 1-0. Вынос вратаря. Пытались побороться, нет. С мячом все еще команда из Владивостока. Снова мяч забирает в руки вратарь команды якутян. Сейчас уточню, да, кто забил. Отсюда было не видно. Там можете перемотать, там, вам, наверное, виднее. Болельщикам Владивостока. Это, ребят, вижу раз в год. Отличная передача. Пухов. Нет, не успевает. Он успевает. Вратарь не зафиксирован в руке. Ну, Пухов с мячом. Не получилось все-таки нанести решающий удар. И Владивосток отбивается. И вот передача вперед. Отлично бежит шестой номер. Может пас отдать? Нет. Да, именно искал пас. Думал, что кто-то с ним бежит рядом. Но нет, он был совсем один. И да, лучше бы ударил. Да, показывает он, что почему же не поддержали его. Ахмедчин. Пас направо. Ух ты, хорошая скорость. Показывает и в атак вступает в игру. Выбивает мяч в аут. Ну-ка, через себя удар. Нет, не получилось. Да, передал оператору. Чуть-чуть зума. Попробуйте в настройках трансляции, да, у вас поставить высшее качество. Вроде бы интернет должен такое потянуть. И тогда вот он, Кузнецов, 10 номер. Пас нет, хотел передачу он там в разрез отдать. Входит в штрафную, 9 номер. Вот он, 7 номер с мячом. И выбивает мяч на угловой. Угловой удар у нас. Пошла передача. Никто не смог дотянуться до нее. Слишком высокая была передача. И пас назад. Да, через защиту играет.
Пошла передача в центр. А тут защита. Нет, принял мяч. Вот 6 номер. Пас отдал Кузнецову. 30 номер входит. Так, уже пас назад отдавать, наверное, скорее всего. Да, вот через центр. И отсюда обратно 15 номер. Нет, входит в штрафную. Не успевает, да, пас отдать. И защита снова отбивается и выносит мяч в аут. И по сравнению с прошлым матчем у нас хотя бы звук хорошо идет. У нас там трансляция лагала. Провод был далековато. Сейчас вот повеселее. С качеством. У нас нет возможности вот второй микрофон туда в поле закинуть. Поэтому звук вот только один. Но звук с камеры я включил еще. Так что должно быть получше. Матч у нас довольно активный. Чтобы успевать еще и камеру и зум. Пятых, скорее всего, не успеет. Ну-ка, да, судья остановил встречу, потому что тут, да, у парня развязался шнурок. И все, можно продолжать. И аут у нас выносит хозяева. Пас от Ахмедчина на Пухова неточный. И через вратаря играет команда из Владивостока. Да, Владивосток хорошую игру показывает. Вот я бы отметил вот 10 номера. Недаром парень носит футболку с номером Месси. Ну-ка, 6 номер. Нет, не смог все-таки, да, совершить дело ударом. Вот так забегает мяч в руки. Пошла высокая передача. Защита, да, как всегда, на месте. Отмечу вот защиту Владивостока. Всегда не успевают. Все вот высокие передачи вовремя останавливают. Ну-ка, успевает выйти вратарь? Нет, не успевает. И гол забивает 7 номер. 2-0 у нас счет становится. Так, табло я поменял. И сейчас скажу тоже, ну, под номером 7. Это у нас Малицкий Иван. Гол забил на 15-й минуте. Даже половины первого тайма нет у нас, а счет уже 2-0. Да, якутянам надо что-то придумать. Вот снова неточная передача. И Владивосток атакует. Хотели низом. Мелкими передачами пройти, но не получилось. Якутян пока что забросы, да. Тактика якутян. Аут. Это Богдан. Нет, Ахмедчин Богдан зарабатывает аут только. Так и не получилось. Пухов пришел в нападение. Вот он, Пухов Павел. И фол в нападении. На руками немножко дергал Пухов. И вот штрафной удар будет водить мяч команда из Владивостока. Обязательно, еще раз напоминаю, подписывайтесь в группу ВКонтакте и в Телеграме. ЮФЛ-ДВ, Юношеская футбольная лига Дальнего Востока. Так расшифровывается аббревиатура. И там вот все повторы голов, вся таблица и так далее. Результаты матчей. Все там есть. Дан Ахмедчин. И все-таки уходит мяч, но уходит от якутян. Так что будут вводить гости.
Заброс. И 25 номер выбивает мяч. Это у нас Сазонов Виталий. 7 номер с мячом. Автор второго гола. Хорошо разобрался. Игрок идет. Пас получил. 9 номер бьет. Гол. 3-0. Если это не офсайд, но, по-моему, поднят флажок и гол не засчитан. Да, Марушак Кирилл наносил удар, но был в офсайде. Якутяне в основном, да, 9 года. Ну-ка, посмотрю-ка. 6 человек 9 года и 5 человек 10 года рождения. А у Владивостока все, вообще полностью состав, даже замена, все 9 года рождения. Ну-ка, Кузнецов с мячом, головой сыграл. Лишний пас отдал. Да, по моментам Владивосток полностью превосходит якутян. Буквально через, по-моему, месяц у нас, даже меньше, по-моему, осталось. До начала Дети Азии у нас будет проходить в Якутске. Обязательно приходите, смотрите, болейте. Все летние виды спорта там будут представлены. Вплоть до плавания, все командные виды спорта, индивидуальные, такие как бокс, там вольная борьба и так далее. В том числе вот баскетбол, футбол, волейбол. Да, приедут очень многие страны, вот азиатские страны. Так что да, приходите, поболейте. Якутия, Якутск является родиной вот таких международных детских спортивных игр Дети Азии с 96 года. Каждые 4 года проводится. Как я насчитал, да, 8 Дети Азии будут проходить. Оу, неудачная обработка мяча и отворот. И в том числе футбол тоже будет представлен. И вот, по-моему, вот эти же ребята, некоторые будут играть на этих Дети Азии. Там как раз таки до 14 лет, по-моему. Ну-ка, у нас счет 2-0. 20 минута. Да, все верно. Ну-ка, через вратаря. Выбивает мяч. Вот на Богдана. Богдан Ахметчин до мяча не добирается. И тут снова Кузнецов. Отлично, ребята, вот в пас, в касание вышли из защиты. Владивосток в порядке. Ахметчин может пас отдать. Отлично. Подпыляет передачи с правого фланга. До мяча добегается. Мяч еще не вышел. Можно играть. Но защита снова справляется. Передача в центр. Она перехвачена будет. И вот 77-й номер с мячом. Пас снова не получился. Нужно пас отдать назад. Нет, остановился. Вот Пухов продемонстрировал технику, но вот второй игрок подошел, отобрал. Бежит нападающий, но защитник успевает. Вот так спасает, будет угловой. Ну-ка, защита защищалась. Бежит по флангу. Успевает. 5 номер отдать Кузнецову.
Так, Кузнецов благодарит. Дальний удар. Ну-ка. Нет, рядом со штангой. Неточный. Четвертый номер наносил удар. Итак, у нас 23-я минута идет матча юношеской футбольной лиги. Якутяне принимают гостей из Владивостока. Краевая спортивная школа. Обязательно делитесь ссылкой, трансляцией. Да, поболейте вместе. Будет что обсудить. Ну-ка, судья тут не Сыч остановил. Делится за ногу. 11 номер гостей. А, нет, в пах попал, видимо, что-то. Мяч попал. И вот попрыгал на пяточках. Должно пройти. Да. Все зрители мужского пола понимают, в чем проблема. Да. Ну ничего, 5 минут и должен оклематься. Ну-ка, Кузнецов, 10 номер. Отлично. И вот стеночка с ним сыграли, но 77 номер успевает достать. И уже пошла атака якутян. Снова дальняя передача и снова перехвачено все. Да, там Ахмедчин Богдан один находится, против него 4 защитника, поэтому сложновато ему. Ну-ка, входит в штрафную, удар. Нет, с внешней стороны сетки попадает мяч. И нет, отворот будет. Ну-ка, 9 номер по флангу прошелся. Все еще с мячом. В центре дает. Здесь Кузнецов, 10 номер. Пас 6 номеру. Отсюда может ударить. Еще один пас 7 номер, но успевает защитник 38 номер на пути мяча. И будет угловой удар. Максим Иган, да, успевает под этот удар. Вот Малицкий Иван чуть-чуть не успел. 7 номер. Да, все отлично сделали, ребята. Из Владивостока, вот, кроме вот последнего удара. Чуть-чуть, буквально, наверное, полсекунды раньше бы удара и был быть бы гол. Пошла передача. Первый же защитник здесь перехватил эту передачу. Пас по флангу не точно. И аут будет у нас. Напомню тем, кто вот недавно смотрит юношескую футбольную лигу, вот младший возраст у нас играет 2 тайма по 40 минут, а старшие ребята уже будут играть по 45 минут, как во взрослом футболе. 9-го года рождения это у нас ребята 15 лет. Вот половине якутян даже 14 лет всего лишь. Ух ты, хорошая передача. 9 номер идет по флангу. Вот он навешивает. Удар. Успевает вратарь. На сегодня, кстати, болельщиков поменьше. Потому что в прошлый раз матч был в выходные, а сегодня четверг. На середине дня, поэтому не все смогли подойти, поболеть. Вот Ахмедчин наконец-то добирается до мяча. И можно пас отдавать. Нет, сам бежит вперед. Довольно энергозатратно будет. Против троих одному идти. Лучше будет пас назад. Мог последовать, да. Ну, по-моему, уже готовится замена у якутян. 99-й номер у кромки поля стоит. В замене это у нас Серов Максим. 9 номер. Ну, скоро посмотрим, кого же он заменит. Еще только первый тайм. Ну-ка, 10 номер.
очень активно. Отличная передача дает. 9 номер целый пас на дальнюю. И гол 15 номер. Но снова офсайд. Снова офсайд. Да, ребята залезли в офсайд. И у нас замена. 31 номер. Да, покидает поле. Это у нас Матвей Николаев. 99-й входит в игру. Это у нас Серов Максим. У нас офсайд. Так что счет неизменный. 2-0. 2-0. При этом довольно скользкий счет, что мы не говорили. Достаточно забить один гол отыгрывающейся команде. И уже вот преимущество на их стороне будет, потому что при счете уже 2-2, как будто упустили уже победу, будет считаться. А тем вот, кто смог сравнять счет, как бы все по силам, и уже как бы можно вот она победа. А Фабио Капелло такие мысли говорил. Что самый опасный счет в футболе это вот 2-0 как раз таки. При 1-0 побеждающая команда не теряет концентрацию. Выбивает. Так подальше. Есть Богдан отмечен. 66 номер. Вот он входит в штрафную. Ну-ка, пас. 39-му. Еще одна передача. Нет. А вот редкая атака якутян. Снова не увенчалась успехом. Болельщиков у нас человек 10 всего лишь. Ну, вот отсюда видно. Ну, 9 номер хорошо принял мяч. Бьет, но нет, мимо ворот. Как раз таки вот вышедшего на замену 99 номера обыграл. Но с ударом нет. Совсем не вышло. Бились игроки. Но снова атака. Владивосток продолжается. 10 номер. Отличная передача. Здесь уже офсайд точно не будет. Но нет. Ай, прямо в ноги вот Кузнецову. Передача Кузнецов. Входит в штрафную. Снова передача. И вратарь должен вступать в игру. Вратарь забирает мяч в руки. Ахмечин тут, да, не дали даже побороться за мяч. Снова вот через активного Кузнецова, 10 номер. А его вот по фактуре даже видно. Не обязательно вот номер разглядывать. Аут будет у нас. Кузнецов также вот по действиям, да, очень активен парень. Да, вот если есть у нас зрители-скауты, я бы как раз таки обратил внимание вот на этого парня. Отлично. Ну как тоже ударит. Ну-ка. Пас-центр. Здесь центральный защитник. 4 номер. Бьет издали. Ух ты! Гол! 4 номер забивает гол. Один из самых красивых голов. Дальний удар. И счет у нас 3-0. Номер 4. Это у нас Сиводед Борис. У Бориса максимально возможный возраст. Он родился 1 января 2009 года рождения. Родился бы он на день раньше, он уже вот не смог бы выступать в данном чемпионате. Был бы уже 2008 года.
Ну-ка. Падает игрок. Нет, судья ничего не говорит. Вторая волна атаки тоже не увенчалась успехом. Ну-ка, передача отсюда. Вот она передача, 10-й номер. Да, попытался обыграть, но не получилось. Пошла передача на фланг. Отсюда. Снова в центр. И да, где же тот самый 4-й номер? У которого отличный удар. Угловой удар у нас будет. 38-й номер выбивает мяч. А Борис, его дед, забил его третий гол. Ну-ка, передача и гол! Был ли тут офсайд? Ну-ка, судья этого не видел, так что гол засчитан. 4-0. 4-0 уже в первом тайме. Ну-ка, сейчас скажем, кто же забил гол. Вот он подает руку. Козлов забил гол, номер 6. Козлов Роман. Пока что без каких-либо проблем. Ну-ка, еще один удар. Вратарь спасает на этот раз. Встает игрок. Нет, второй удар не смог нанести. Кузнецов в центр. Снова с ним. Все он видит. Отличная передача в центр. Нет офсайда. Еще один удар. 15 номер забивает 5-0. Тут еще офсайда точно не было. Да, вот 10 номер, как я уже говорил. Уже, по-моему, который голевую передачу отдает. Сердюков Ярослав, если не ошибаюсь, забил гол. Совсем мораль упала у ребят. Но ничего, надо продолжать играть. Севен Субудай готовится войти в игру. 55-й номер. Вот он на кромке поля стоит, я его отсюда вижу. Да, не успевают защитники. Вот как-то в линию стоят, и вот когда вот забегание вот происходит, вот как сейчас 9-й номер, то вот не успевает. Пас назад. Ну-ка в центр. Кузнецов. Ух ты, падает, и это фол, конечно же. 39-й номер получает Горчичник желтую карточку. Да, извиняется он перед Кузнецовым. Да, не хотел он грубить, но вот получилось как получилось. Да, вот что-то задумали. Пятюм стоят игроки Владивостока. Алексей Зогин, 39 номер, получает Горчичник желтую карточку. И ну-ка, целых 4 игрока перед мячом. Может, что-то придумают, но как бы, по-моему, до навеса дело не дойдет. Потому что вот те, кто вот стоят подальше, они не собираются как-то бежать, активно участвовать. Бегут, бегут, бегут. Пас. И 15 номер удар. Нет, прям вам во вратаря спасает эту команду. Сразу вынос. Но нет, не успевает Ахмедчин. Мяч еще не вышел. Нет, можно играть.
Ну-ка там на левом фланге, да, был открытый игрок. Показывал он, что вот он открыт, можно ему отдавать. Нет, до него все-таки мяч не доходит. Центр передачи неточная. Снова передача далеко в центр. Но тут защитники, да, довольно четко играют. Передача в центр, Ахмедчин. Вот на Пухова. Стеночку сыграли. Не точно. Пошла передача в центр. 9 номер. Принимает мяч. Разворачивается. Центр. Кузнецов. Проникающая передача. Кузнецов все еще с мячом. Ну-ка, может прострел сделать. Прострел. Прерван. И у нас замена. 39 номер покидает игру. Зорин Алексей, как раз таки, который получил желтую карточку. И вместо него входит в игру Севен Субудай, 55 номер. А у нас, между тем, всего лишь 2 минуты остается в первом тайме. Будет у нас угловой. 8 номер подает. Пошла подача. И защитник прерывает эту передачу. Пухов. Севен. Нет, 4 номер. Тот самый вот третий гол забивший дальним ударом. Еще пытался бежать. Снова перехват. Теперь уже перехват Путян. Можно пас отдать. Неточный пас. Проникающая передача, 9 номер. Прострел. Успевает защитник. Выбили мяч в аут. Снова 9 номер. На фланге. 2 минуты у нас добавили между тем. К основному времени матча. 9 номер с мячом. С 8 номером вдвоем играют. Но защита здесь успевает. Аут будет. Пухов отправляет мяч вперед. Там Ахмедчин. Все еще с мячом. Защитник успевает. И отворот. Отворот будет. Да, спокойнее уже. Счет позволяет. Краевой спортивной школы футбола из города Владивосток. Играть спокойно, во владение. Никуда не спешить. Счет 5-0. Передача по флангу. Ну-ка, входит штрафную. Нет, защита успевает. 10 номер. Кузнецов. Передача проникающая в центр. Снова прервана. И ну-ка, 9 номер. Довольно активен тоже на фланге здесь. Девятый у нас Марущак Кирилл. И первый тайм у нас закончен со счетом 5-0. Оставайтесь с нами. Через 10-15 уже начнется второй тайм.
Good. Zuganaddin.
Хайс бұттары бұл 100 болты эти. То билген улахатты болды, ас билген кырала кете болды. қаралар 100 болып тұрады. Ага, кырала кете болды 100 болты. Esa команда да. Асыл не думает. Кого еле счет. Билген кайылы, насылы. Поспорим, блин. Кім қасы счет тири? Итак, начинается у нас второй тайм. Ждем отмашку судьи. Счет у нас после первого тайма 5-0. Да, какая боль происходит у нас в городе Якутске. Команда из Владивостока просто разрывает оборону якутян. Так, последние приготовления. Две замены у нас. 40 и 16 номер вышли. Кузнецов, да, как раз таки настраивает свою команду, что не стоит расслабляться. Да, вратаря у нас поменяли. Костылев Максим, да, входит в игру. И также, по-моему, Кондратьев Тимур, номер 40. Я помню, вот тем, кто только присоединился у нас. Якутяне в синей форме,
а гости вот в зеленой салатовой форме. Прибой спортивной школы из города Владивосток. Кутяне атакуют. Ну и вот контратака гостей. Пас вперед. 7-й номер скидывает от Кузнецову, 10-му номеру, 10-й номер ему обратно. И 7-й номер входит. Нет, не смог он переиграть вратаря. Но атака продолжается. Прострел не получается. И Севен Субудай, 55-й номер, выбивает мяч в аут. Да, успевает защиту. В атаке у нас все еще два игрока. Пухов Павел и Ахмедчин Богдан. 88 и 66 номера. Ну-ка, забег устроили здесь. И падает игрок. По-моему, это штрафной удар будет. А судья подходит к игроку. 99 номер у нас на ушине Павел сел. И смотрим, как же разыграть штрафной удар игроки Владивостока. Пошла передача, там Севен Субудай выбивает мяч. Но мяч все еще у игроков из Владивостока. Пас назад. Центр. И здесь 4-й номер, у которого хороший удар. Да, неожиданно нанес он удар. Мы так совсем не был готов. И вот третий гол был довольно красивый. Да, вот отсюда видно, вот Кузнецов руководит командой довольно активно. Подсказывает всем, как где играть. Хорошо. Финты заложили. Но отбились на Якутяне. Отличная передача. 6-й номер. Тут снова Севен вступает в игру. Бежит, но вот пас не отдал. И вот одного пошел, второй уже отобрал у него мяч. Центр. Пухов назад на Севена. Теперь через защиту. Ну, их мяч снова пас не доходит. Тут Чейн Леонид. Снова Кузнецов. Матвей Кузнецов. Вот он с мячом. Пас не получился. Пухов не отобрал. 44 номер. Тимашев. Да, все подборы. Пока что за гостями. Кузнецов снова передачу отдал. Падает игрок. Но судья был рядом. Фола не увидел. Уходит мяч за боковую. И шума нет, потому что, в принципе, здесь тихо, болельщиков нет. Да, вы знаете, помните, вот в ковидные времена вот, футбол также вот проходил в абсолютной тишине. Слышно было только удары по мячу. В взрослом профессиональном футболе. 8-й номер наносил удар, но вратарь на месте. Кипенко Иван не смог переиграть Максима Костылева. А снова подбор за краевой спортивной школой. Здесь Пухов. Пас назад, перехвачен. И еще один аут.
Суть замена. 16 номер входит в игру у гостей. Это у нас ключник Арсений. Заменяет он номер 19-го Снытко Данила. Ключник Арсений, да, он становится в центре защиты. Возле центрального круга стоит. И у нас аут. Будут вводить хозяева. Севен. Сугудай. Не получилось у него. Передачу отдать. И отличная вот в касание. Распасовка 15 номер с мячом. Но нет. Успевает защитник. 11 номер с мячом. Под левую попытался убрать. Не получилось. Да, вот игра в касание. Вот прям тики-така. Красивую игру демонстрируют ребята. 6 номер снова бьет. Но Костылев Максим на месте. Пошла передача верхом. Мяч все еще в поле. 27 номер головой скидывал вперед. Здесь Пухов не смог остановить мяч. И в центре. Ну-ка. Кузнецов зад отдает. Передача в центр от Кузнецова. Удар. И гол. А кто же забил? Шестой гол уже забитый. Да, и снова отметим передачу Матвея Кузнецова. И сейчас диктор нам объявит, кто же забил гол. Ну-ка, Пухов в атаке. А я не успевает вратарь первый на мяче. Прямо скажем, у вратаря гостей не так много работы. Ну-ка, 7 номер. Козлов, да, забил гол, нам сказали. 6 номер, Роман Козлов. Второй или третий гол у него. Да, кто более внимателен, да, можете написать в комментариях. Защита снова на высоте. Ахмедчин идет направо. Но тут успевает 15 номер. Двинуться в защиту. И вот снова в касание. Четко играют ребята. Перепасовка. И 50 человек у нас на трансляции. Гораздо больше, чем на трибунах сегодня. В прошлый раз на трибунах, кстати, очень много народу было. Человек 200-300, я бы сказал. Почти не было мест. Ну-ка, 10 номер. Передача. Еще один разворот. 8 номер бьет и забивает. 8 номер. Счет становится 7-0. Так, 8 номер это у нас Тибенко Иван. Забил гол.
Да, 7-0. Еще одна замена. 7-й номер покидает поле. И входит 13-й номер. 13-й это Литвинов Роман. Вместо Ивана Малицкого. А при этом не останавливается команда из Владивостока. Вот прессингует большими силами. Вот. Вся команда гостей находится на чужой половине поля. И вот зарабатывает аут благодаря этому. Фол. Заметьте, как красиво в касании. Максимум 2 касания приспособуется команда из Владивостока. Люка 8-й номер. Передача направо. Ух ты, Ахмечин подобрал мяч, который неуверенно здесь принимал 5-й номер. Обыгрывает под левую. Богдан идет вперед. Против него 3-4 человека. Ну-ка и вратарь. Да, вратарь вступает в игру. Да, Богдан не нашел пас. Не увидел никого рядом. Пас налево. Еще одна передача. 13 номер входит в штрафную. Но защита успевает. Нет, штрафной удар. И замена здесь. Поэтому у нас то ли офсайд, то ли удар от ворот. По-моему, четверная замена. Всех остальных игроков, видимо, решил заменить главный тренер. В том числе вратаря. Вот 25 номер. Это вратарь входит в игру. Да, счет позволяет вывести даже резервный состав. Семиков Илья входит в игру. На ворота. 21 номер это у нас Рябоконов Егор. Номер 3 Дзуцев Георгий. 17 номер это Валерий Сухарев. Фол. Пошла передача вверхом. Ну-ка, 44 номер. На левом фланге. И аут зарабатывает Артем Имашев. Мечин получает мяч. Но втроем здесь отобрали. Аут. Еще один аут. Но уже в пользу гостей.
Вот первые признаки жизни подают болельщики. Начинают небольшие кричалки. Да, как будто при пустых трибунах происходила игра до этого. И вот болельщики, да, заставили гостей ошибиться. И аут. Говорят, во Владивостоке очень активные болельщики. Да, напишите, из какого вы города в комментариях, за кого болеете. Комментарии у нас открыты. В первом матче, кстати, комментарии были закрыты. Фол. И будет штрафной удар. И еще одна замена. По-моему, последняя замена осталась у гостей. Это 26-й номер. Буслов Егор. Да, входит в игру. И заменяет он 15-го номера. Сердюкова Ярослава. А целых сколько? 7 замен, да, сделали гости. И получается 4 человека, да, остались на поле, незамененные. Больше половины тайма у нас еще играть. Передача назад. 4-й номер бил, но такой удар не слишком сильный был. Второй удар наносил, но уже мимо ворот. Ну-ка, отобрали мяч в центре. Пас налево. Снова перехвачен. И пас по флангу получается. Можно играть. И в аут уходит мяч. Да, по-моему, готовится выйти еще на поле 30-й номер у якутян. Это у нас Новожилов Глеб. Глеб 10-го года рождения. Ну-ка, 11 номер входит в штрафную площадь. Может бить. Обыгрывает еще раз. Нет, вратарь забирает мяч в руки. Успевает, да. Ух ты, пошла высокая передача. Ахмедчин должен вступать в игру. Но пас назад головой. И вратарю уже легитимно может забирать мяч в руки. Перехват от Пухова. Но здесь Кузнецов. Да. Кузнецова мяч просто так не отберешь. Ошибаются. Может через пас, да, назад пас. Закидушка снова неточная. И вот обратите внимание, да, Кузнецов как быстро принимает решение. Еще мяч не получил, а уже знает, куда будет отдавать. В касание. Вот он снова. В касание сразу на фланг. Да, я бы прям десятку поставил за матч. Оценку Кузнецову. Также вот 6-й номер очень активный на нападении был. Но, по-моему, его заменили. И вот Кузнецов даже вот успевает в защите отработать. Отобрал он мяч. И пошла уже атака Владивостока. Входит в штрафную площадь. Удар. И защита справляется. Да, отбивается защита. Выбивает мяч. Угловой удар у нас будет. И тот самый 30-й номер.
Жилов Глеб. Заменяет он Давщина Максима, 27 номера. У нас уже половина тайма осталась. И половина второго тайма позади. Субудай. Севен отбивается. И пошли в атаку. Якутяне. Пошла передача. Но успевает вратарь выйти из ворот и выбивает мяч. Снова Севен Субудай. Борется. Мяч еще в поле. Можно играть. Снова Кузнецов. Как будто глаз у него. Глаза на затылке тоже есть. Вот он отдал передачу. Назад как будто зрячий. Ахмечин здесь поборолся. Снова Кузнецов. Передача 26 номеру. Центр. Получает он мяч и сразу дает вот передачу. Да, можно только поздравить Владивосток с такой хорошей командой. Ребята все как на подбор, да. Обычно вот возраст 14 лет довольно много брака бывает в передачах. Вот у Владивостока такого совершенно нету. И даже, да, комментируя их игры, можно вот делать скидку на возраст. То, что много от них не надо ожидать. Но вот Владивосток уже 7 голов наклепал. На любой вкус были забиты голы и издали, и в касание. Далее. 11 номер с мячом. Пухов Павел вынимает мяч. Пас. Стеночка, да. Была бы стеночка вперед. Можно было бы убежать, но аут. В защите от 4 номер. Сам идет вперед. Да, обычно от центрального защитника не ожидает. Отлично пас отдал. Удар. Вратарь спасает команду. 17 номер не смог поразить ворота. И аут. Защита чуть-чуть, да. Не ошиблась и наносили удар, но попали в защитника. Передача вперед. Снова перехвачена. Закидушка. Отлично, 21 номер разворачивается. Но ударить не смог. 13 номер у мяча. Пас направо. Ну-ка. Передача отсюда, удар. Снова вратарь спасает команду. Там много работы. У вратаря Якутска. Напомню, вот заменили после первого тайма одного вратаря. Свисток прозвучал. Был фол. Да, якутский матч проходит на стадионе Дохсун, крытый манеж у нас, потому что стадион Туймада у нас основной стадион футбольный на реконструкции. Там вот меняет поле и так далее, готовятся к детским играм Азии, дети Азии. Ну и погода, конечно. Ну, сегодня, да, еще тепло, но завтра уже будет. Послезавтра плюс 6, ночью минус 2. Это у нас ледоход, густой ледоход ожидается в ближайшие 2 дня.
Ну, вот жители Дальнего Востока должны понимать, что такое ледоход. Вот жителям южных округов этого, да, совершенно не понять. В голове не укладывается, как эта река может превратиться в лед. Что аж по ней могут ездить и автомобили, и грузовики. Вплоть там до 40-тонников и так далее. И тут 26 номер входит, обыгрывает одного-двоих. Но тут 33 номер в подкате. Нужно передачу отдавать. Махметчин обыгрывает одного. Идет, но нет, успевает сзади защитник. 16 номер добрал мяч. Отдает передачу 11-му. Вот 11 номер. Но тут Севен вступает в игру. Субудай Севен. И через защиту передача вперед, офсайда нету. После передачи уже бежал Пухов. Упал игрок. И фол в нападении от Пухова. 36 номер. Входит в игру, у нас замена. Меняет он 33 номер. Терентьев Нюргун покидает поле, а входит Аршинский Артем. Да, защитник 33 номер. Терентьев Нюргун. Да, никаких проблем у защиты Владивостока не возникало. За весь матч довольно уверенно они играли. Вот как сейчас, да, защита спокойно понимает. Верховые мячи друг друга распасуются, и вот начинается атака уже Владивостока. А посмотрим, смогут ли так же хорошо играть команда старших. Примерно через 1,5 часа, да, начнется их матч. Ахмедчин пытается отобрать, запрессинговать. Но нет, 16 номер довольно уверенно. И фол, да. Наш фол зарабатывает 26 номер. Пас-центр. Из Кузнецов с 4 номером. Ну, 4 номер тоже хорош, кстати. Он прошелся, ударил, забил гол. Еще раз прошелся. Дал пас, практически голевой был. Но вот нападающий не смог переиграть потом в это. Да, надо расставаться с мячом. 7 номер, не надо заигрываться. Вот так вот. Касание. Передача. Ну-ка. 11 номер. Дает еще раз направо. Идет правее. Назад передача. Отсюда может последовать центр. Но нет. Перехватывает мяч. И Пухов Павел понимает. И падает игрок. Он 4 номер там свалил. Сиводед Борис. Да, прям в зародыше уничтожил эту атаку Сиводед Борис. И в этот момент замена у нас Ахмедчин Богдан покидает поле и входит в игру 35 номер Лавров Ренат. И Севен, по-моему, побежал в атаку. Субудай Севен. Пошла передача вверх. Центр передача. Назад. Отлично в касание. Вот последняя передача была неточной. Ну-ка, 16 номер. Центр.
Ух ты, здесь вот быстро-быстро Кузнецов подбежал, пас отдал. Но бывает так выйти из ворот. Передача в центр. Еще 10 минут у нас играть основного времени. И плюс сколько добавили. Ну-ка, можно идти в контратаку. Пухов. Пухов смещается в центр. Это передача не точно. И вот он, Кузнецов. Передача направо. Вратарь выходит из ворот. Обыгрывает его. Центр. Нет, здесь все-таки угловой. Отворот показывает судья. Пошла передача верхом. Ну вот верхом, да, весь матч пытались игроки не пути перейти оборону. Вот передача, 30 номер. Офсайда нету. Одна из немногочисленных атаки пути. Снова аут. Ух ты, хорошо бежит 16 номер. Все еще с мячом. Пас. 21 номер. Можно еще раз пас отдать. И ну-ка, 13 номер. Нужно завершать атаку. Нет, успевает защита. И уже пошла ответная атака якутян. Передача вперед. Севен. Но защита снова успевает. Защита Владивостока. Мяч в поле. По линии катится мяч. Пас назад. Ну-ка в центр. Нет, передача не пошла. Решили подержать мяч якутяне. Быстрый розыгрыш. Вот мяча. И никого там впереди не оказалось. Пухов борется. Передача вперед. Но никого там нету. Вратарь забирает мяч в руки. В том тайме. Да, может из-за того, что вот много замен произвели. Вот основные игроки заменились, из-за этого может. Но моментов чуть поменьше стало у Владивостока. А может тренерские коррективы какие-то. Ну-ка, это фол. Фол. Стоп был. Пас, проникающий в штрафную площадь. И пошла верхом передача. Головой удар. Нет, сильный удар не получился. Заброс вперед. Здесь Пухов. Можно бежать, но защитник успевает вынести мяч. Аут. Кузнецов. Пас на фланг.
Отлично в защите отработал. 77 номер. Центр. Здесь Субудай. И падает игрок. Да уж, чего-чего не хватало, так это конфликтов в счете 7-0, да. Передача верхом. Ну, безадресная передача, чисто в направлении. И никого там поэтому нету. Сен вступает в игру. И вот он получает мяч. Но тут как тут уже поджидали его. 26 номер. И фол. 77 номер получит желтую карточку. Это у нас Шейн Леонид получает желтую. Центр передача. А лучших игроков прошлого первенства уже вызвали. Там сборную, молодежную сборную России также, по-моему, были вызовы. Переходы вот в Чертаново, в Московский Спартак, Академию и так далее. Так что вот ЮФЛ, это вот старт. Вполне себе отличный старт, чтобы начать футбольную карьеру. Ну-ка, 4-й номер. Удар заблокирован. 26-й теперь с мячом. Входит в штрафную площадь. Но нет. Теперь пошла контратака. Но нет, отбегает мяч гости. И аут. 2 минуты до конца матча, плюс добавленная. Скидка в центр. Головой 21 номер. И фол. Фол в атаке. Штрафной удар будет разыгрывать хозяева. Пухов вступает в игру против Кузнецова. И отличная передача, офсайда нету. Может идти вперед, хотя бы гол отыграть. Ну-ка, нет, успевает защитник, выносит мяч в аут. Да, до удара дело не дошло. Передача в центр. Здесь Пухов груди не смог принять. О, отлично развернулся. Под левую. Нет, не успевает защитники там. Караулили. Да, очень быстро нужно было принимать решение. И 2 минуты у нас добавлено. Передача на фланг. Падает игрок, и это фол. Да, уже за 2 минуты счет кардинально не поменяется. Так что заранее поздравляем команду Краевой спортивной школы из Владивостока с уверенной победой в гостях. Команде из Якутии. Что ж, еще много матчей впереди. 16 матчей впереди. Пока что вот не получилось заработать очки в двух встречах. В первом матче, причем, да, вели 2-0. Потом уже упустили победу против команды Локомотива.
У команды Шок, по-моему, первый матч ничья 2-2 на Сахалине. И вот сейчас уверенная победа. Так что, а так, уровень футбола очень гораздо вырос. Ух ты, 35 номер. Чуть не прошел. Нет. У нас уже первая давальная минута закончена. И бегут. Игроки Владивостока в атаку, но нет, не разобрались, кому же давать. И точная передача. В втором тайме игра подуспокоилась. В первом тайме у нас счет 5-0 был, а во втором вот 2-0 получается. Один снова падает, встает, все еще с мячом. Небольшая неразбериха. И матч закончен у нас со счетом 7-0. Так, мы сразу пошли брать интервью. И спасибо, что были с нами. Да, поздравляем команду из Владивостока.